Доброе утро, дорогая республика! Мы начинаем новую неделю вместе с «Утро Якутии». И на этой неделе вместе с вами каждое утро буду встречать я, Дарья Анкехова. Ну а я напоминаю, что это последняя полная рабочая неделя уходящего месяца. И уже на следующей неделе мы с вами официально будем встречать первый месяц зимы. Ну и эту неделю, как всегда, я вместе с нашей командой «Утро Якутии» обещаем провести наше утреннее, знаете, время, конечно же, с самыми интересными темами, гостями, ну и самыми главными новостями. Ну и давайте сразу поговорим о том, что ждет нас сегодня. Ну, до конца этого месяца можно будет на небе наблюдать обильный звездопад. С чем это связано, узнаем сегодня. Также система быстрых платежей выходит на новый уровень. Теперь через эту функцию, возможно, мы будем получать заработную плату. Деньги вместо земельного участка многодетным семьям Якутии предложили вот такую альтернативу буквально недавно. И, конечно же, интересно будет, есть ли все-таки такая возможность отказаться от участка и получить некую денежную сумму. Об этом также узнаем сегодня. Ну и, конечно же, будут наши постоянные рубрики «Советы юриста», где мы узнаем, как можно бороться и защищать свои авторские права. Ну и сегодня нашим гостем в студии станет активная телезрительница. Да-да, неспроста, потому что сегодня день телевидения. И мы, конечно, ежедневно, работая здесь, по ту сторону экрана, конечно же, всегда рады, когда вот мы имеем обратную связь. И одна из наших активных телезрительниц сегодня посетит наш эфир, но уже будет сидеть рядом со мной вот здесь. Поэтому оставайтесь с нами, все самое интересное будет обязательно сегодня. Конечно же, мы еще поговорим и о культурных мероприятиях, которые запланированы будут на эту неделю. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на экране. И, конечно же, мы напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, у вас есть возможность в течение ближайших 50 минут отправить свои поздравления, приветы, возможно, задать вопрос нашим героям. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами, самое главное, не переключайтесь. Ну а мы переходим к следующему. Кстати, сегодня, по поверьям, у быка холода вырастает второй рог. Первый, по легенде наших предков, вырос 6 ноября. Тогда, по якутской легенде, и начинается зима. Ну а сегодня, 21 ноября, вырастает второй рог, и начинаются устойчивые зимние морозные дни. Действительно, еще с прошлой недели мы с вами ощутили те самые якутские холода. Ну а давайте узнаем, какая же погода сейчас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. В заречной группе 37-20 градусов ниже 0. В южных районах 26, в Вилюйской группе до минус 34. В Нижнеленских 35-32, в западных 30-27 ниже 0. В Колыман-Дигирской группе улусов до минус 39, в Янских 33 градуса. На северо-западе до минус 40. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 30 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 27 градусов. Ну а мы продолжаем наш эфир, и, как всегда, давайте поговорим о новостях, которые произошли в мире и в нашей республике, пока мы спали. Ну, конечно, одна из самых главных новостей – это все-таки те самые социальные сети. Ведь разблокированный Дональд Трамп за сутки после разблокировки набрал 83 миллионов подписчиков. Это больше, чем было у него до блокировки. Об этом сообщили уже на днях, и, конечно же, интересный факт, но, возможно, это и принесет к лучшему, но, как говорят, Дональд Трамп не хочет возвращаться в эту социальную сеть. Ну а далее новое руководство этой социальной сети разблокировало рэпера Канье Уэста, который тоже в свое время попал под блокировку. И первым твитом рэпера стал такой текст: «Тест, проверяю, разблокирован ли мой твиттер».
Вот такие игры проходили, пока мы спали. Между тем, в соседнем Казахстане подвели итоги прошедших выборов главы государства. Так, по его результатам, действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу, набрав 82,45% голосов. И тут же сразу после своей победы он анонсировал кардинальные изменения в экономике Казахстана. Напомним, на этом пост президента, вообще за пост президента боролось 6 кандидатов. Ну а сейчас я хочу напомнить, что и в нашем регионе в следующем году состоятся выборы главы республики. И уже в 2024 году мы все будем выбирать президента страны. Да, очень важные моменты будут, но это все впереди. Ну а сегодня, конечно же, 21 ноября, и мы должны узнать, какие же праздники отмечают в мире и в нашей стране, и вообще о чем говорят народные приметы. На календаре 21 ноября. Сегодня отмечают Всемирный день приветствий, Всемирный день телевидения, День работников налоговых органов, День бухгалтера в России. По народному календарю Михайлов день. По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней, нужно было ждать больших снегов. А по якутским народным поверьям в этот день кончик рога у быка холода заостряется, морозы усиливаются. Этот день в истории. Великий князь литовский Альгерд напал на Москву. Однако построенный годом ранее новый белокаменный московский Кремль ему взять не удалось. Кремль устоял, и спустя 3 дня враг отступил, оставив за собой разграбленные и сожженные волости, села и подмосковные монастыри. В 1783 году в этот день состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. В построенном братьями Монгольфье шаре отправились химик Жан-Франсуа Пилатр де Розье вместе со своим другом маркизом Франсуа Д'Орландо. Воздухоплаватели достигли высоты 915 метров и за 25 минут покрыли расстояние в 9 километров и благополучно приземлились. В 1916 году, 21 ноября, в Эгейском море затонул «Британник», корабль-близнец «Титаника». В этот день, в 1965 году, в Москве открылся детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Натальи Сац. В этот день родились Вольтер, французский мыслитель, писатель, публицист эпохи Просвещения; Михаил Глузский, советский российский актер театра и кино, народный артист Советского Союза; Тамара Носова, советская актриса театра и кино, народная артистка России; Голди Хоун, американская актриса, продюсер, лауреат премии «Оскар». Николай Перумов, российский писатель-фантаст. Именины сегодня у Гавриила, Михаила, Павла и Рафаила. Сегодня, как уже было сказано, отмечается День телевидения. Мы поздравляем всех причастных людей к этой знаменательной дате. Ведь если бы не телевидение, то нас бы с вами, наверное, в принципе-то и не было. Ну и, конечно же, мы бы не знали о тех самых важных новостях, что происходит в мире. Ну и, конечно, новости создают люди. И сегодня мы решили позвать в гости нашего активного телезрителя, человека, который постоянно смотрит наши утренние эфиры. И это Татьяна Семенова. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Вот вы знаете, праздник праздником, да, но вот сегодня почему-то мы захотели поговорить именно с телезрителем. Вот вообще, потому что мы-то работаем здесь, у нас свой праздник, да, мы воспринимаем вообще телевидение по-другому, да. А вот в вашем случае, да, как вы вот вообще, какое место занимает телевидение вот в вашей повседневной жизни? Доброе утро, Якутия. И, пользуясь случаем, поздравляю вас, всех работников телевидения. Но телевидение уже, видите, да, в моем возрасте занимает много места. Мы утро начинаем с телевидения, новости слушаем, любимые передачи смотрим, шоу любимые смотрим, фильмы смотрим. Ну, то есть утро начинается все-таки с телевидения? Конечно, с телевидения. Не с чашечки кофе? Нет. То есть включаем телевизор и просыпаемся вместе, да? Ну, а вообще, как вы давно стали смотреть именно наш телеканал и именно конкретно программу «Утро Якутии»? Что касается телеканала, то смотрю его всегда. Всю жизнь, можно сказать. А что касается «Утра Якутии», это уже у меня началось, когда мы построили дачу. Там 20 каналов, вы знаете, приставка. Так что ОТР,
это любимый канал. И уже втянулась. Теперь уже, переехав в квартиру, я уже не могу без утра. Уже привычка, да? Да, привычка. Ну а что вам нравится? Может быть, какие-то есть любимые рубрики, может быть, какие-то новостные моменты? Вот что интереснее больше всего? Ну, новостные это еще нет. У меня любимые рубрики, конечно же, шеф-повары ресторанов, они готовят, да, кулинарные шедевры. Даже не шедевры, а повседневная еда, которую мы не можем так приготовить. Подача такая, да, и главное из тех ингредиентов, которые у нас в городе есть, да. Потом, конечно же, мне очень нравится вот испытано на себе. Вот это вообще. Я видела вас, когда вы на регате были. Да. Очень нравится Руслана Черов со всеми своими экстремальными. Да, Полина вообще на днях вообще поразила своей вот такой хореографической как бы осанкой, да. Ну, буквально вот все рубрики, да, но вот любимые вот. А может быть, чего бы хотелось вам, возможно, увидеть в рамках нашей программы, либо вообще в рамках нашего телевидения? Вот самое больное, как бы, да, я по образованию учитель английского, но работала почти всю сознательную жизнь переводчиком. И мне бы хотелось, чтобы на канале было как можно больше английского языка. Как образовательных, так и развлекательных, да, используя все современные вот то, что вы можете использовать, и гаджеты, и телевидение. То есть вы хотите такой образовательный, да, момент? Да, образовательные моменты немножко, да, ну и культурные, вот шоу тоже можно было добавить. Ток-шоу какие-то, да? Ток-шоу нет, музыкальные, да, вот как идут на канале РТР. У нас же тоже много талантов. Да, то есть, допустим, там артист, да, там звезда, либо там, да? Да. Угадай мелодию, как минимум, Вот да, типа, танцы, да. может быть, да? Ну, забегая вперед, хочу сказать, что мы уже думаем о подобных проектах, и совсем скоро мы уже, наверное, я так думаю, в следующем году запускаем очень интересные проекты. Те самые шоу, поэтому оставайтесь с нами, да. А вот кто-то из вашей семьи тоже смотрит так телевизор, да, с вами вместе? Или вы одна так? Или вы прям семейный у вас? Муж смотрит, а семейно, я все равно считаю, что как и кухонный стол, мы в кухне собираемся с семьей, да, так и телевизор все равно, несмотря на то, что многие молодые перешли на гаджеты, они не смотрят телевизор. Но телевизор объединяет. Мы смотрим любимые фильмы. Да, потом шоу любимые, либо что-нибудь такое, которое вот именно надо с семьей обсудить потом, да. То есть вас это сплочает, да? Да, конечно, сплачивает, да. Хорошо. Мы благодарим вас, что посетили наш эфир, Татьяна. Огромное спасибо вам за то, что смотрите нас. Ну и, конечно, мы желаем вам и вашей семье всего самого наилучшего. В конце, спасибо большое. В конце я бы хотела поздравить своего сына. У него был недавно день рождения, он в другом городе. Поздравляю сына. Вот так вот, успела все, Татьяна, и поздравить нас, и поздравить сына. Ну а правильно, на республиканском телевидении-то не каждый день есть возможность появиться, да? Но еще раз спасибо вам большое. А мы, дорогие телезрители, скоро вернемся в нашу студию. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Место и роль России в мире – эта тема стала ключевой во время круглого стола «Современные подходы к реализации региональной политики в условиях текущей международной ситуации». Мероприятие состоялось в Москве. Организаторами выступили Россотрудничество и Совет руководителей представительств российских регионов. Эксперты отметили, что в условиях изменившейся мировой обстановки возникает потребность в новых форматах, актуализации региональных и побратимских связей, усилении гуманитарного влияния России. В ходе круглого стола были презентованы различные проекты, которые должны объединять и жителей внутри страны, и за ее пределами. В Якутске летом этого года впервые был проведен форум соотечественников, создан Международный совет соотечественников. И мы получаем много-много сигналов о том, что люди, почувствовав давление, особенно в недружественных странах, за то, что они россияне, русские, они вновь ощущают себя
частью нашего большого государства, нашей большой нации. И мы, конечно, будем защищать интересы каждого такого нашего соотечественника. Одной из полномочий Россотрудничества, закрепленной указом президента, является продвижение региональной и международной политики за рубежом. В условиях текущей международной ситуации это одно из важнейших направлений в осуществлении так называемой мягкой силы продвижения положительной между Российской Федерацией. И нам очень важно здесь скоординировать наши усилия, действовать в одном русле. Новую двухэтажную школу САД открыли в Хаяхсыцком на слеге Чурапчинского района. Местные жители ждали этого события свыше 20 лет. Школа носит имя выдающегося государственного деятеля, первого председателя Палаты представителей Госсобрания первого созыва Афанасия Ларионова, которому в октябре исполнилось бы 80 лет. На строительство объекта по целевой программе «Современный облик сельских территорий» было выделено 392 миллиона рублей. Школа рассчитана на 90 мест, детский сад на 40. Со знаменательным днем поздравил жителей спикер Илтумена Алексей Еремеев и вручил администрации школы сертификат на автобус-пас от имени правительства республики. Затем он посетил многодетную семью Мордускиных в Хадарском наследии, чей сын мобилизован в ряды защитников Родины. Я как председатель комитета доволен тем, что все мероприятия, которые мы запланировали, практически выполнены. Ну и, конечно, сегодня проводится завершающее мероприятие, торжественное собрание на его родине, в селе Хаяхсы Чурапчинского улуса. И мы ввели в строй новый объект, это школа САД на 40 и 90 мест в этом его родном наследии, который был построен по линии федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Объект выполнен очень качественно, достойно, люди довольны, и это нас очень тоже радует. В Якутске началась декада, посвященная 30-летнему юбилею театра юного зрителя. В учреждении состоялось торжественное чествование ведущих артистов. Им вручили благодарственные письма и медали за беззаветное преданное служение театру. После они выступили на сцене со спектаклем «Красный шаман» по произведению Платона Аюнского. Стоит отметить, мероприятие стало благотворительным. Около 50 тысяч рублей собрали на лечение и выздоровление Мичила Павлова, уроженца Горного района. Летом он отправился добровольцем на специальную военную операцию, получил сильные ранения. В итоге он прошел более 20 операций и сейчас находится в военном госпитале в Санкт-Петербурге. Мы очень благодарны нашим зрителям, которые поддержали нашу благотворительную акцию, пришли на спектакль, и мы соберем достаточную сумму для выздоровления нашего земляка в госпитале в Санкт-Петербурге. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир и приветствуем всех, кто, возможно, только проснулся и присоединился к нашему эфиру. Это «Утро Якутии» и с вами я, Дарья Анкехова. Продолжая тему новостей. 5 российских банков тестируют новый для себя функционал – переводы от работодателя зарплат своим работникам с помощью системы быстрых платежей. Правда, чтобы внедрить нововведение, потребуется внести изменения и в Трудовой кодекс. Сейчас он предусматривает, что юридическое лицо может начислять средства на счет работников банки, указанный в трудовом договоре или заявление работника. А СПБ – это перевод денег без привязки к банковскому счету. Главным аргументом в пользу перехода на новую систему могут стать более выгодные условия для работодателей, которые уплачивают комиссию банкам. Больше половины опрошенных не против получать зарплату по системе быстрых платежей. Опрос провели еще в августе этого года на платформе hh.ru. Ну, в принципе, мне кажется, почему бы и нет. Будем получать мы зарплату на те же самые банковские счета, либо через систему быстрых платежей. Мне кажется, в любом случае время покажет. Движемся далее. Со следующего года многодетные семьи Якутии смогут по желанию получить денежную выплату – 200 тысяч рублей вместо земельного участка. Соответствующий закон принял парламент республики. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, покупку или строительство жилья. Таким образом, предоставляется возможность выбора различных подходов
подходов к улучшению жилищных условий граждан, имеющих 3 и более детей, сообщается на сайте Минтруда Республики. Порядок и условия предоставленных выплат установит правительство республики. Такая мера поддержки сейчас действует в 16 субъектах России, таких как Республика Алтай, Красноярский край, Иркутских областях и многих других. Действительно, самое главное здесь – это право выбора человека, да, то есть я, как мать, к примеру, 3 детей, возможно, бы хотела получить участок, а возможно, бы хотела получить некую денежную сумму. Почему бы нет? Тоже подождем и обязательно увидим результаты вот такого нововведения в системе выплат. И, конечно, почему бы и нет. Мне кажется, в любом случае, всегда, когда есть право выбора, это всегда замечательно. А тем временем давайте поговорим о таком не менее важном вопросе, как авторское право. Думаю, все вы слышали про это понятие, но не знаете, как это работает, или же вспоминаете об этом лишь тогда, когда наступают спорные моменты. Так давайте же освежим нашу память и в рубрике «Советы юриста» узнаем, как это работает и что является или относится к авторским правам. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим об авторском праве. Вы думаете, что вы ничего не производите? А нет, первичный контент, тексты, фото, видео, дизайн, программы – это все произведения. Создателям произведений принадлежат авторские права. Указывать свое имя, получать деньги за публикацию и некоторые другие установленные Гражданским кодексом. Очень приятно, что для того, чтобы числиться автором, не нужно специально произведение регистрировать. То есть вы априори автор. Был смешной случай, когда художник нарисовал картину, она ему не понравилась, он ее выкинул, ее подобрали, хотели распечатать, но суд установил, что это нарушение авторского права. Притом художник говорил, что в принципе он не претендует на собственность на эту картину, но хочет, чтобы ее уничтожили. И суд в Европе его поддержал. Вот так. Так что даже на ваши зарисовки распространяется авторское право. Но самый главный вопрос, как его сохранить. Итак, способ первый. Мы его подписываем. Зачастую мы видим, что на фотографии указывается надпись, кто является автором фотографии. Это не просто так сделано, это именно сохранение авторского права. После копирования данной фотографии, если вы удаляете эту надпись, это уже нарушение авторского права, и к вам могут обратиться с претензиями за незаконное использование произведения. Подписываем абсолютно все произведения, в том числе можно подписать также тексты. Каким образом? Один из наиболее простых – это распечатать, подписать, обратиться к нотариусу и заверить свою подпись. Аналогичные способы – это отправить письмо самому себе. Здесь мы учитываем следующие факторы. Первый – можно отправить почтой, тогда вы делаете опись, запечатываете в конверт, отправляете сами себе, к вам приходит конверт, вы его не распечатываете и храните. И в последующем, если ваше произведение будет похищено, вы сможете доказать, что на дату штампа на конверте вы его уже создали. Не очень надежно, но тем не менее зато недорого. Есть еще другой вариант, это хранилище, то есть загружаем на разные цифровые хранилища, диски, где вы уверены, что это надолго сохранится, и также там будет датировано, когда вы данный файл загрузили, и, следовательно, вы тоже будете считаться автором. Наиболее простой способ с учетом распространения социальных сетей – это публикация в социальных сетях. Здесь нужно учитывать следующие факторы. Первое. Вы должны разместить информацию о том, что все материалы, которые у вас опубликованы в социальной сети, они являются вашей собственностью и без вашего разрешения использоваться не должны. Можно установить знак копирайт, то, что говорит о том, что его можно использовать только со ссылкой на вас, как на автора. Судебные тяжбы говорят о том, что этот способ отлично работает, и уже многие фотографы, чьи произведения были незаконно использованы в разных рекламных роликах, рекламной продукции, они суды выигрывают. Поэтому будьте внимательны, помните, что информация – это сила, и это наша собственность, и такими несложными способами можно ее охранять, защищать, и в последующем, возможно, даже извлекать прибыль. Может быть, вы сделаете самое гениальное фото. Подумайте об этом. Хорошего дня! 6 по 30 ноября жители со всех уголков земного шара смогут увидеть потрясающий звездопад Леониды. В безоблачную погоду это удивительное явление можно наблюдать невооруженным глазом. А пик метеоритный ожидается на 17-18 ноября.
Звездопад Леонида считается одним из самых ярких и зрелищных. Он порожден кометой Темпеля-Тутля, которая приближается к земной орбите каждые 33 года. Звездопад Леонида считается одним из древнейших в истории. За метеоритным потоком наблюдали еще более 11 столетий назад. В следующий раз подобный звездопад такой мощности человечество сможет увидеть лишь в 2099 году. Наблюдать за небосводом лучше перед рассветом. Телескопы и бинокли не понадобится. Увидеть падающие звезды можно невооруженным глазом. Ну а если вы, уважаемые телезрители, посчастливилось все-таки вам понаблюдать за звездопадом, обязательно делитесь с нами своими эмоциями и фотографией на нашем телеграм-канале. Напоминаем, что до 30 ноября увидеть этот звездопад еще есть возможность. Есть такие люди, которые тесно синхронизируют себя с погодными явлениями, будь то снег, магнитные бури, либо лунные сутки. А есть люди, которые верят движениям звезд. И сейчас настал этот час в нашем эфире. Давайте же узнаем, что же сулят нам звезды на этой неделе. Овны. Никто и ничто не испортит вам настроение. Вы перестанете изводить себя капризами начальника, а проблемы родных быстро решатся. Однако следите за профессиональными делами, ведь может быть возможность заключить выгодную сделку. В любви длится удачная полоса, а удача сопутствует одиноким овнам. Тайный поклонник активизируется, если это стрелец или лев. Веселье гарантировано. Тельцы. Не вмешивайтесь без необходимости в чужие конфликты. Враги не спят, и ни один босс не любит, когда ему читают лекции. Меркурий заставит вас набраться новых сил и новой энергии вдали от работы. Занимайтесь спортом, танцуйте и получайте удовольствие. Близнецы. Не откладывайте то, что вы можете сделать сразу, и вы заработаете деньги и получите признание. Стоит обратить внимание на профессиональные вопросы. Пришло время навести порядок на столе. Возможно, найдется то, что вы давно искали, или вам придет в голову отличная идея. Целься высоко, не оглядывайся назад. Меркурий готовит вам благоприятные знакомства, а Юпитер поможет осуществить некоторые ваши мечты. Раки. Вас одолеет лихорадка шопинга и генеральной уборки дома. Вы будете критически смотреть на семейные дела, обсуждать планы и принимать мудрые решения. Не делайте слишком много для близких, потому что вы устанете и разозлитесь. Новые знакомства, которые вы заведете на светском мероприятии, будут очень многообещающими. Львы. Берегите свои профессиональные обязанности, ведь кто-то может потребовать от вас больше, чем от других. Это будет несправедливо, но пойдет на пользу. Постарайтесь открыто говорить о своих наблюдениях, и вы добьетесь признания. Кто-то, кто побеспокоил вас или сделал злонамеренные комментарии о ваших решениях, получит ответный удар. Будьте разумны в любви. Влияние Венеры будет искушать вас флиртом и романтикой, но на этот раз эмоции могут быстро выйти из-под контроля. Девы. В любви безопасность и тепло станут для вас важнее мимолетных флиртов онлайн. Однако, если вы встретите симпатичного скорпиона или тельца, поддайтесь на уговоры отправиться на романтическую прогулку. Одинокие девы не станут планировать интрижку, но жизнь может снова их приятно удивить. Весы. Вы позаботитесь о получении денег на свои нужды и прихоти. Венера будет искушать вас делать покупки. Наслаждайтесь жизнью и не бойтесь осуждения или зависти. На работе вы покажете своим врагам, на что вы способны, и не будете жалеть ленивых. Теперь профессиональные проекты, которые вам не безразличны, будут продвигаться вперед. Стоит решать споры, искать новые возможности. Скорпионы. Сосредоточьтесь на собственных делах и выгодах, ведь неделя для этого благоприятна. Напомните себе об обещаниях, данных вам в прошлом, и требуйте того, что принадлежит вам по праву. Несмотря на свои обязанности, вы будете в хорошем настроении. Оптимистичные сообщения от друзей придадут вам больше вдохновения на позитивные изменения, которые вы сможете внести в свою собственную жизнь. Стрельцы. Мир вам понравится, а проблем окажется меньше, чем вы ожидали. Поэтому пора без угрызения совести броситься в водоворот новых знакомств и развлечений. Марс принесет вам вдохновение, чтобы нагреть атмосферу любви. А если вам приходится оставаться на работе в нерабочее время, не жалуйтесь. Просто подумайте, что вы можете изменить к лучшему.
Козероги. Меркурий поможет вам обрести больше уверенности в своих навыках и способностях. Стоит записаться на интересный курс или побороться за водительские права. В любви вас ждут и более приятные и романтические моменты. Вы увидите в ком-то новые преимущества. Убедите его принять важные для вас решения. Ваше терпение, как всегда, окупится. Водолеи. В вас проснется беспокойный дух. Вы решите отвлечься от ежедневной порции обязанностей и что-то изменить в своем распорядке дня. Вместо того, чтобы искать повод поругаться с начальником или любимым человеком, найдите новые интересы. Танцы, поездки и новые знакомства лучше всего улучшат настроение. Рыбы. Чужие дела окажутся для вас чрезвычайно вдохновляющими. Вы поможете, посоветуете и направите других в правильном направлении. Вы убедите кого-то принять правильное решение, на которое он долго не мог решиться. На работе у вас будет хорошая рука для бизнеса, и начальник будет смотреть на вас гораздо благосклоннее. Если вам нужно что-то устроить в офисе или в банке, не откладывайте. Как мы уже поняли, звезды многим советуют на этой неделе пошопиться. Как раз эта неделя благоприятно располагает этому. Ведь с 24 на 25 число в России стартует та самая «Черная пятница». И продлится она несколько дней в большинстве магазинов до конца 27 ноября. Но, несмотря на это, мы посоветуем вам быть осторожнее. Так, с начала 2022 года сумма ущерба от киберпреступлений в России составила 65 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МВД России Владимира Колокольцева. Отмечается, что эта сумма на 20% больше той, что была в 2021 году. И о том, как обезопасить себя и насколько жители нашего региона становятся жертвами киберпреступлений, мы поговорим сегодня с нашим утренним гостем. Это Алексей Мударисов. Он является заместителем начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Республике Саха-Якутия. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Алексей Сергеевич, расскажите, вот, наверное, с самого начала нужно поговорить о статистике, да, так называемых жертв киберпреступления конкретно у нас в республике. Ну, по итогам 10 месяцев текущего года у нас зарегистрировано порядка 1900 преступлений, связанных с IT-мошенничеством. В прошлом году данная цифра составила на 2300 преступлений. Ну, как видим, у нас все равно идет небольшое снижение, спад, поэтому вот пока так. А какие улусы больше всего попадают? Есть ли статистика по улусам? Как правило, попадают наиболее промышленные районы, то есть это Мирнинский район, Ленский, Нерюнгринский, ну и непосредственно сам город Якутск. А вот максимальный ущерб в Якутии от мошенников есть какая-то цифра зафиксированная? Да. Опять же, повторюсь, по итогам 10 месяцев у нас зарегистрировано порядка 203 миллионов рублей. В прошлом году данная цифра составила около 210 миллионов. Ну, то есть 210 миллионов, да? Это было в прошлом году, 203 в этом году. Да, то есть тоже снижение. Да, но все равно большой такой ущерб и весомые, да, цифры. А помните ли вы тот случай, да, когда, наверное, многие жители переживали за женщину, которая была обманута, да, не очень хорошим человеком, да, иностранным человеком, и тогда она, конечно, перевела большую сумму ему. Вот. А далее, что происходит в подобных ситуациях? Конкретно на примере этого случая, может быть. Ну, далее человек был доставлен сюда, в Якутию, с другого города, не с нашего субъекта, и осужден. Сейчас он отбывает условное наказание. Вот ему дали, насколько я помню, около 3 лет условно. Ну, то есть 3 лет. То есть отбывает все-таки на территории Российской Федерации, да? Нет, он условно отбывает наказание. Условно. То есть он проживает по месту регистрации, но ходит, отмечается. То есть, ограничили ему свободу все равно. А в подобных случаях сумма ущерба, она возвращается пострадавшим, да? Если, да, конечно, если есть имущество у мошенника, либо мошенник изъявляет возместить ущерб, то, конечно, да, сумма, да, возмещается. А что насчет тех самых схем? Меняются ли они из года в год или все-таки все одно по одному? В настоящее время у нас мошенниками отработаны определенный ряд схем, которые вот уже на протяжении, наверное, 3 лет работают. Вот, поэтому
Не меняются, да, в основном? Поэтому, да, не меняются. Ну, а самые популярные, Алексей Сергеевич, можно вот узнать, это переводы, вот, да, вот те самые? Да, самые популярные, это у нас, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками различных банков российских, да, как правило, под предлогом того, что он, например, звонит, мошенник, человеку, говорит о том, что оформляли ли вы заявку на получение кредита? Нет, не оформлял. Тогда мы сейчас вас переведем на другую линию, да, с другим специалистом и начинает разводить. Человек в итоге оформляет заявку на кредит, получает этот кредит и переводит эти деньги мошеннику. То есть, как правило, вот это все средства, большинство средств, которые вот я назвал, ущерб, это заемные средства. Вот, это первая схема. Вторая схема такая, наиболее распространенная, когда мы все подаем объявления на Юле, на Авито, когда товары нам не нужны, ну, какие-то вещи, которые нам не нужны. Вот. Например, человек там продает какой-то шкаф ненужный, ему звонит мошенник и говорит: я хочу у вас приобрести эту вещь. Для этого я вам сейчас отправлю ссылочку, вы пройдите по этой ссылке, заполните данные своей банковской карты, я вам перечислю туда деньги. Отправляет ссылочку, человек проходит по этой ссылке, видит, что там необходимо заполнить данные своей банковской карты, то есть это CVV-код, номер карты, дата, значит, ее окончания. Человек это все вводит и благополучно теряет деньги. Третья схема – это у нас банальные интернет-сайты, то есть когда мы хотим заказать там какую-то вещь себе, какую-то запчасть на автомашину или приобрести просто авиабилет, например. Мы можем попасть на сайты, фишинговые сайты, на сайты мошенники. То есть здесь как? Здесь необходимо правильно вводить сайт в поисковую строку, чтобы не наткнуться на сайты двойники. Вот. Также хочу отметить схему с биржами. То есть сейчас тоже у нас очень развивается, когда в различные там в Инстаграм выкидывают или в YouTube выкидывают рекламу о том, что быстрые заработки с помощью вложения в криптовалюту или там в какие-то акции. Вот, это у нас страдают этим обычно люди преклонного возраста, которые уже на пенсии находятся и хотят дополнительный заработок заработать. Да. Вкладывают денежные средства свои и просто потом не получают ничего взамен. То есть это вот основные схемы, да, на что нужно обратить, внимание. В случае, если все-таки ты понимаешь, что ты становишься жертвой, подобной ситуации, куда можно обратиться и насколько быстро вообще получается у сотрудников наших правоохранительных органов решать этот вопрос? Ну, если Коля уж позвонил, опять же, это зависит конкретно от схемы. Если позвонили, представили сотрудниками банка, сразу же необходимо прекратить разговор и перезвонить на горячую линию банка, чтобы убедиться, что действительно у вас какая-то проблема возникает. Ну, если вам позвонили и сказали, что если вы подаете объявление и продаете товар какой-то, вам позвонили, хотят купить товар, то не нужно проходить ни по каким ссылкам, не нужно. Ну, если уж вы стали жертвой мошенников, то необходимо обратиться просто в полицию. Вот. Ну и быстро решаются эти вопросы, потому что многие думают, наверное, что это достаточно долго, никто не будет этим заниматься, слишком много случаев, или все-таки получается у нас быстро раскрыть такие преступления? Нет, у нас вся трудность заключается в том, что люди думают, что это, как правило, там, по старинке мошенники сидят в местах лишения свободы. Нет, на самом деле это не так. Это далеко не глупые люди, довольно грамотные, которые сидят за пределами Якутии, в других регионах Российской Федерации. Поэтому возникает сложность их установить в этих регионах, привести сюда и в дальнейшем отработать их связи и так далее. То есть это довольно кропотливая работа, но тем не менее раскрывается. Да, конечно. Ведется работа. Алексей Сергеевич, спасибо большое, что посетили наш эфир. И мы желаем вам, конечно же, всего самого наилучшего и хорошего, доброго дня. Спасибо. Ну а мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события.
Федеральный центр охраны здоровья животных в Москве исследовал на бруцеллез 19 проб крови собак и 4 пробы крови кошек из столицы республики. Наличие заболевания подтвердилось у 12 животных. На данный момент ветеринарные специалисты проводят мероприятия для предотвращения, распространения и ликвидации очагов бруцеллеза. Приют для животных в Якутске также признан эпизоотическим очагом. Так, у всех собак приюта возьмут анализы и проведут диагностические исследования на бруцеллез. Владельцы домашних животных Якутска по желанию могут обратиться в ветеринарную лечебницу по адресу улица Чехова, 66, где у животных возьмут кровь и направят в Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную лабораторию для исследований. В столице республики же проходит 80-й юбилейный чемпионат Якутии по классическим шахматам. Около 20 шахматистов со всего региона поборются за звание сильнейшего. Среди них отмечаются действующие чемпионы Якутии и многократные призеры Дальневосточного федерального округа. По итогам соревнований тройка призеров в мужском дивизионе получит путевки для участия в чемпионате Дальневосточного федерального округа 2023 года. У женщин такое право получит чемпионка и серебряный призер. Напомним, соревнования будут проводиться до 27 ноября в Республиканском шахматно-шашечном центре. Здесь выступают лучшие из лучших. Двукратный чемпион республики Денис Назаров, пятикратный чемпион республики Егоров Дмитрий, пятикратная чемпионка нашей республики Туяра Павловна Адамова. Надеемся, что игра будет очень упорной, и кто хорошо подготовлен, пускай выигрывает. В столице региона проходит и республиканский турнир землячества по якутскому многоборью «Игры Ботуров». Соревнования, посвященные памяти мастера спорта по Хапсагаю и кандидата в мастера спорта по вольной борьбе Алексея Никифорова, проходят ежегодно. В этом году программа турнира состоит из 8 национальных видов спорта. Всего участвуют 17 команд из 16 районов Якутии, а также в их числе команда многоборцев Арктического государственного агротехнологического университета. Победители и призеры соревнований награждаются денежными сертификатами в размере 100, 60 и 40 тысяч рублей. Напомним, Алексей Никифоров трагически погиб в 2015 году, спасая тонущего ребенка. Соревнования наши проводятся уже 13-й год по 8 видам спорта. Именно национальные виды спорта, как тройной прыжок, уйтуту-маргир, масс-рестлинг, хапсагай, хамур-хапсагай и перетягивание каната. Церемония передачи флага игр Дети Азии состоялась на арене Ледового дворца Кузбасс в Кемерово. Его из рук президента Международного комитета Дети Азии Владимира Максимова получил заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев. На начало соревнований флаг будет выставлен в Ледовом дворце Кузбасс. 24 февраля 2023 года на церемонии открытия соревнований флаг поднимут над ареной. Также в Ледовом дворце Кузбасс 585 учащихся спортивных школ установили рекорд по самому массовому уроку катания на коньках в мире. Таким образом, кузбассовцы преодолели предыдущий результат – 523 участника, который был установлен 18 января 2014 года на катке Медео в Казахстане. Фиксацию рекорда осуществили представители книги рекордов России. Каждый участник мероприятия получил памятную медаль. Вторые зимние спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кузбассе. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Благодарим, Надежда, за самые актуальные новости на данный момент. Ну а теперь узнаем новости из мира культуры. Доброе утро! С вами «Культурные новости». И нам предстоит погружение в мир искусства. С
Список 100 шедевров нематериального наследия народов России пополнился якутским круговым танцем огохай. В число шедевров нематериального наследия народов России входят праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции. Список 100 шедевров был сформирован в рамках проекта «Золотая антология народной культуры» Дома народного творчества имени Поленова. Впервые на сцене Саха Академического театра имени Платона Аюнского состоялся показ спектакля на якутском языке «Лоакут и Нюргугун», сопровождаемого с тифлокомментированием для зрителей с нарушением зрения. Тифлокомментарий – это целевая информация, специально подготовленная для незрячих и слабовидящих. Всего на показе присутствовало более 50 зрителей с нарушением зрения. Всем им выдали специальные наушники. Спектакль состоялся в рамках всероссийской акции «Белая трость». Стоит отметить, что до этого момента в России спектакли с тифлокомментарием на национальном языке показывали только в Татарстане. Теперь к этой инклюзивной практике присоединилась и наша республика. В Якутске в арт-галерее «Юргель» открывается выставка «Таинственное зеркало души». Проект является уникальным и не имеющим аналогов по России, ведь речь идет о коллаборации известного художника Миры Аргуновой и врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Часть картин создана на основе снимков глаз с патологиями зрения, выполненных на оборудовании офтальмологической больницы. Жанрово картины разнятся от авангарда до академической живописи. Произведения выставки могут увидеть и люди с проблемами зрения. Каждой картине сопутствует модель и ее изображение из акрила, которые можно взять в руки и изучить по контурам и рельефам. Выставка будет проходить с 18 ноября по 9 декабря. Выступлениям знаменитых виртуозов Якутии сопутствует аншлаг и овации. Это подтвердили выступления якутских скрипачей 7 ноября в Сургуте на Международном фестивале искусств «60-я параллель» и 10 ноября в Малом зале филармонии на Невском в Санкт-Петербурге. Мы же пожелаем виртуозам Якутии дальнейших успехов. Якутия вошла в число регионов-участников первого международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар» в Казани. В фестивале приняли участие более 200 исполнителей из 13 регионов России и 9 зарубежных стран. Нашу республику на фестивале представляли виртуозы-хомусисты Нарьяна Ринанта и Варвара Степанова Арчина, исполнившие композицию «Живой голос природы», и государственный ансамбль Туймада под руководством Светланы Ивановой. Восточный базар в Казани – это первый в России крупнейший интернациональный музыкальный фестиваль, объединяющий разные страны и культурные сообщества тюркских народов. В Союзе кинематографистов сменилось руководство. Его председателем избран режиссер Эдуард Новиков, известный российским и якутским зрителям по картине «Царь-птица», получившей в 2018 году главный приз Московского международного кинофестиваля. Заместителем председателя стал Иван Кривогорницын, автор множества документальных фильмов. В правление Союза также вошел режиссер театра и кино, обладатель премии «Золотая маска» Сергей Потапов. Желаем новому правлению Союза кинематографистов успешной и плодотворной работы. 14 ноября, в день рождения анимпадиста Ивановича Сафронова, состоялось вручение общественной премии имени Алампа деятелям культуры и искусства нашей республики. Вручение премии имени Алампа проводится уже 4-й раз. На сцене Дома дружбы народов имени Кулаковского были оглашены имена победителей по 9 номинациям. Лучший режиссер Тараковский Руслан Игоревич,
художник Корякин Иннокентий Иннокентьевич, кинематографист Борисова Любовь Мантлеймоновна, за верность Алампа Сивцева Изабелла Александровна, лучший артист Павлов Алексей Прокопьевич, лучшая артистка Маркова Елена Дмитриевна, за верность профессии Бапайонова Мария Гаврилевна, автор-песенник Егоров Алексей Васильевич, меценат года Ероев Вячеслав Васильевич. Еще раз от имени всех деятелей культуры и искусства поздравляем лауреатов премии имени Алампа 2022 года. На этом наш выпуск подошел к концу. Желаю всем плодотворной рабочей недели. До новых встреч! Ну а для того, чтобы быть культурным, недостаточно лишь посещать те самые мероприятия. Нужно и вести себя подобающе. Уважать других, чтобы уважали и вас. С этого телевизионного сезона мы вам начали показывать правила этикета, которые должны соблюдать все. Возможно, где-то вы их и забыли. Ну а вместе с нами вы будете вспоминать, ну а самое главное, применять это на деле. Существуют универсальные правила офисного этикета. И вот некоторые из них. Когда вам представляют кого-то при знакомстве, рекомендуется вставать, если в этот момент вы работаете за столом. Так вы покажете свое уважительное отношение к новому знакомому и будете чувствовать себя более уверенно, чем сидя и смотря на него снизу вверх. Кому-то это правило может показаться несерьезным, но, к сожалению, о нем нужно напоминать. Жевательные резинки полезно жевать только в течение 15-20 минут после еды. А разговаривать с коллегами и клиентами со жвачкой во рту неприлично. Не ходите на работу простуженным. Во-первых, переносить простуду на ногах опасно. Во-вторых, в первые несколько дней заболевания вы распространяете вирус и можете заразить своих коллег. Спасибо они вам за это точно не скажут. Ну и в-третьих, не очень приятно находиться рядом с постоянно чихающим и сморкающимся коллегой. Если вам кто-то позвонил, а вы работаете в одном помещении с несколькими сотрудниками, сведите такие звонки к минимуму и, если это возможно, выходите из кабинета, чтобы поговорить. Подобные разговоры могут отвлекать ваших коллег, вызывая их раздражение, ибо наоборот, привлекая излишнее внимание к вашим личным делам. В завершение нашего эфира давайте перенесемся в Южную Якутию, где наш коллега Иван Лазаренко подготовил интересный материал про породу собак хаски. Давайте же узнаем, чем же она уникальна. Аристократичные доги, грозные ротвейлеры, забавные мопсы, вечно меланхоличные сенбернар и зачастую дружелюбные дворняги. Пород собак, которые живут рядом с человеком, великое множество. И если переиначить фразу «собака – лучший друг человека», то про этих четвероногих питомцев можно сказать: хаски – это самый смешной друг человека. Марин, здравствуйте! Сегодня будем знакомиться с этой замечательной породой, ну, естественно, с вами, заводчиком этих чудесных собак. Скажите, почему хаски? Это же, довольно непростая порода. Это была любовь с первого взгляда или что-то другое? Все правильно вы говорите, это была любовь с первого взгляда. Так скажу, что самый первый раз, когда я увидела их, это было 11 лет назад. Наша мама забрала, купила, привезла первую собаку в городе хаски. И с тех пор, как говорится, моя любовь все больше и больше была к ним. Сколько я знаю, все-таки хаски это очень своенравные животные, которых, в принципе,
довольно-таки тяжело содержать в домашних условиях, в квартирах, потому что, ну, я вот, насколько я знаю, у меня у дочки был щенок хаски, и прихожая через буквально 2-3 месяца превратилась в хаос. Как правильно содержать этих собак? Вы должны понимать, что это за собака. Это очень своенравная собака. С ней нужно проводить очень много времени, гулять, воспитывать. Это одно из самых главных правил, что нужно воспитывать. Мы начали воспитывать нашу собаку с месяца. Мы ходили к кинологу 2 года. Конечно, да, нужно постоянно дрессировать, гулять, большое время проводить с собакой. Чем больше ты проводишь с ней, тем твой дом в безопасности и целости и сохранности. Ну, вот вы рассказали, что 2 года ходили к кинологу. Насколько я помню, когда я изучал эту породу, то, ну, очень неохотно, скажем так, поддаются дрессировке, но, тем не менее, это возможно, видимо, при каком-то упорном труде. Дрессировать, да, это упорный труд. Вообще, я всегда говорю, любую собаку нужно дрессировать. Пусть это маленькая собачка, пусть это большая собака, она должна быть воспитана в любом случае. Насчет хаски, да, они у нас своенравные, свободолюбивые, и они, конечно, очень-очень хитрые. Они сделают вид, что они тебя не слышат, они сделают вид, что они тебя не понимают, но они прекрасно все понимают, они очень умные. Где им надо, они понимают с полуслова, с полувзгляда, а где, конечно, не надо, они там ухо отведут, еще что-то, но мы не сдаемся, конечно же. Мы всегда в таком предвкушении того, что будет всегда лучше, будет всегда хорошо, и собака наша всегда будет нас слушаться. Ну что ж, надеемся, мы приоткрыли хоть небольшую завесу, но все-таки тайны об этой замечательной породы. И если есть желание, то заводите в том числе и такую замечательную собаку. Шоки, Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Ерин. Тем временем в деревне Сининская Тверской области появился свой хатико. Очень нехорошие люди выбросили пса на обочине трассы, а сами уехали. Собака весь день сидела на месте, где ее оставили, продолжая ждать возвращения хозяина. Может, все-таки бывший хозяин одумается и придет за своим питомцем. Ну и, конечно, мы очень надеемся на то, что все-таки хозяин объявится, и эта собака вернется все-таки к своему доброму, ответственному хозяину. На этом время нашего утреннего эфира подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего, отличного утра понедельника и замечательного рабочего настроения. А мы увидимся уже завтра в это же время на телеканале Якутия-24.